А накануне Дня пожилых людей председатель Комреспубликанского совета ветеранов Людмила Жукова рассказала о том, какая работа проводится в регионе. И вот только некоторые цифры. С 1 января прошлого года в Коме все труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили право на бесплатное предоставление социальных услуг во всех формах социального обслуживания. А с 1 января этого года этой мерой поддержки могут воспользоваться и дети войны. На эти цели только в 2023-м выделено 67 миллионов рублей. Это день уважения, добра и заботы о пожилых людях. И вот в нашей республике сделано очень много для того, чтобы пожилой человек не был забыт. В первую очередь я хочу сказать, что День пожилого человека – это напоминание молодым и всем, кто окружает нас, что старость ждет всех, и надо о ней позаботиться, проявить заботу, любовь и доброту. В республике выделено 40 миллионов рублей для того, чтобы пожилой человек мог бесплатно отдохнуть по санаторным путевкам. Через Республиканский совет, получая субсидию, мы 1200, а то чуть-чуть больше, оздоравливаем людей на базе санаториев Кировской области и Ярославской. Кроме того, как отметила Людмила Жукова, благотворительный фонд «Победа» собрал 1 800 000 рублей. 350 человек получили материальную помощь. Это и приобретение дров, и ремонт жилого помещения. Часть денег была потрачена на восстановление памятников умершим участникам Великой Отечественной войны и на приобретение дорогостоящих лекарств.